Вот эту фигню может убрать вообще? Можно. А собаку оставим? Да? Собака лазит? Здравствуйте, меня зовут Алексей Толстяков, я журналист из Якутска. Я рад приветствовать вас на канале Эхо Якутии. Это канал, прежде всего, исторический. Мы ведем его с моими единомышленниками. Это журналист Анжелика Замятина и историк-краевед Сергей Слепцов. Я вас сразу прошу подписаться на наш канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, поделиться этим видео. Это будет очень крутой поддержкой для нас и мотивацией для того, чтобы мы развивали наш исторический канал. Итак, о чем же мы будем рассказывать в этом влоге, видеоблоге, да? Мы будем говорить об исторических личностях, о людях, которые в разные годы, в разные периоды становления Якутии проживали здесь, родились здесь, умерли, возможно, здесь. Но так или иначе, о людях, которые оставили некий исторический след в истории Якутии. Кроме того, мы будем рассказывать о событиях, которые происходили здесь, на территории современной республики Саха-Якутия. А я напомню, это самый большой регион Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, вообще опыт и история нашего края очень интересна. Я вас призываю оставаться с нами и приглашать к просмотру родных, близких и друзей. Итак, поехали. Сегодняшний первый наш выпуск мы бы хотели посвятить человеку, который оставил великий след. Это выдающийся снайпер, один из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны, Алексей Афанасьевич Миронов. Все наверняка знают о таких именитых снайперах Якутии, о Федоре Матвеевиче Охлопкове знают все. Это тоже герой Советского Союза, уничтоживший там более 100 гитлеровцев. Знают об Иване Николаевиче Кульбертинове. Это тоже человек, который внес серьезный решающий вклад по уничтожению фашистов. Вот, к сожалению, не все знают о Миронове Алексее Афанасьевиче. Это тоже человек, который, несмотря на свою короткую жизнь, несмотря на то, что он, в общем и целом, прошел всю войну, к сожалению, погиб в самом ее финале, но, тем не менее, вот его вклад в нашу общую победу тоже не остался незамеченным. Он также является героем Советского Союза. Поэтому сегодняшний наш выпуск посвящен Алексею Афанасьевичу Миронову. Итак, Миронов Алексей Афанасьевич родился 29 марта 1912 года в Аласе-Батастах. Это недалеко от села Хары-Алах. Он сейчас более известен как село Кянтик Верхневилюйского улуса, в крестьянской семье. О его родителях почти ничего не известно. Ну, очевидно, они занимались привычными для тех времен сельским хозяйством. Ну, держали скот, отец ходил на охоту и рыбалку. Мама, очевидно, занималась собирательством, собирала грибы, ягоды. Естественно, абсолютно нормально они ходили каждое лето на сенокос всей семьей. Возможно, им помогали родственники. Но такое было время. Вообще, о времени. 1912 год. Это Российская империя. На престоле сидит царь-император Николай II. Якутия уже шагнула в цивилизацию, в хорошем понимании этого слова, да? Они уже постепенно переезжают из аласного быта в деревне, появляются все социальные блага, школы, больницы и так далее. Ну вот становится более комфортная современная жизнь, скажем так, да, в это время. Поэтому Алексей, маленький Алексей, переезжает из родового Аласа в другую деревню. Называется она Балагатче. Это Тогузский наследник Вилюйского улуса. Ну, довольно большое расстояние, но тем не менее, вот там, именно там он заканчивает 6-летнюю школу и устраивается в местный колхоз счетоводом. Как оказывается, он неплохо считал, и эти знания ему потом пригодятся на фронтах Великой Отечественной. Вообще, это уникальное довольно село. Здесь, в этом селе, проживают такие же выдающиеся сыны Якутии, которые внесли тоже свой вклад в дело победы над фашизмом. В частности, братья Петровы, Илья Данилович и Христофор Данилович. Это фронтовики, братья, оба писатели. Илья Данилович, более известный как Мастахуола, он писал книги, если не ошибаюсь, порядка 8 или 9 книг он написал, и все они посвящены воинам-якутянам, которые сражались во Второй мировой войне, да? Не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой, которая, как мы знаем, распространилась и на борьбу с милитаристской Японией.
Так вот, несколько книг мы бы хотели вам порекомендовать именно этого автора. Первая из них это «Келбеннех Суонан. Дорога и мужество». И вторая книга «Саха Снайпердара. Якутские снайперы». Собственно говоря, вот так выглядят обложки этих книг. Можете посмотреть. Мы их всячески рекомендуем. И вот по последней книге, собственно говоря, мы и взяли некие вехи из биографии нашего сегодняшнего героя Алексея Афанасьевича Миронова. Итак, напомню, Алексей заканчивает в этой деревне школу, шестилетку, устраивается в местный колхоз счетоводом, а также он является секретарем наследного совета и, собственно говоря, растет как и физически, так и профессионально, скажем так, да, в свежий воздух, физический труд, он такой нормальный, крепкий юноша растет. Все было бы хорошо, если бы не 41 год, объявляется мобилизация, и в сентябре к нему приходит повестка, и он уезжает на фронт. Значит, в сентябре 1941 года Алексей вместе с другими мобилизованными отправляется в Иркутск по реке. Они идут на барже. Когда прибывают в Иркутск, они, значит, поступают в учебную часть. И поскольку есть определенные навыки, он, я напомню, был неплохим охотником, довольно хорошо и метко стрелял, поэтому это, собственно говоря, и определило его солдатский путь, да, в рабоче-крестьянской Красной армии. Он становится снайпером. Поскольку это дело довольно новое для военного дела, да, снайперская работа, здесь он получает какие-то базовые знания, которые в дальнейшем, когда уже будет воевать, он будет развивать и, собственно говоря, заложит основы для современной снайперской школы. Он будет учиться и учить других этому военному делу, этому искусству. Окончательно на фронт они уезжают в феврале 1942 года. 18 февраля 1942 года Алексей Афанасьевич попадает на Западный фронт. Он активно участвует в боях за Москву. Здесь он проявляет великое свое мужество, отвагу. Здесь он героически борется с фашистами. И уже спустя 2 с небольшим месяца, почти 3 месяца, 22 мая 1942 года его представили к медали за отвагу. Вот что, в частности, пишет его командир, подполковник Беззубов. 22 мая 1942 года член военного совета армии вручил вашему мужу, это письмо адресовано его супруге, Миронову Алексею Афанасьевичу, правительственную награду, медаль за отвагу, за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленной при этом доблесть и мужество. Преданный сын социалистической родины, образцовый воин Красной армии, товарищ Миронов, выполняя приказ Народного комиссара обороны товарища Сталина, мастерски овладел своим боевым оружием, винтовкой, стал снайпером сверхметкой стрельбы и за 3 месяца лично уничтожил 18 фашистских солдат и офицеров. Одновременно с этим товарищ Миронов обучил сверхметкой стрельбе ряд своих товарищей по части. Получая правительственную награду, товарищ Миронов дал обещание члену военного совета армии и впредь также беспощадно истреблять немецких оккупантов, а еще лучше овладеть своим грозным боевым оружием и обучить снайперской стрельбе своих товарищей по подразделению. Ну, таким образом, мы можем сказать, смело сказать о том, что его снайперский счет, вот, собственно говоря, спустя 3-4 месяца уже был открыт. Он уже 18 солдат и офицеров гитлеровской Германии он уже уничтожил на этот момент. Следующее, что мы обнаруживаем, это вырезка из красноармейской газеты. Вот что пишет журналист, фронтовой журналист 20 марта уже 43 года, ну, спустя год с небольшим. На днях знатный снайпер нашей части, орденоносец Миронов, метким выстрелом уничтожил 102-го гитлеровца. Это было так. Обнаружив неподалеку от гитлеровских окопов установленную немцами мину, товарищ Миронов выстрелил в нее. Раздался оглушительный взрыв. Из окопа выглянули любопытные гитлеровцы. Миронов выстрелил еще раз. Его пуля пробила голову фашистов. Миронов – один из лучших наших снайперов. Якут, опытный охотник, мастер меткого выстрела. Товарищ Миронов за короткий срок подготовил 5 снайперов, которые в общей сложности уничтожили уже 129 фашистов.
Вот, собственно говоря, за год с небольшим тот вот счет, который был открыт в 1942 году, увеличился в 5 раз. 1 мая 1943 года также пишет, значит, один из его сослуживцев, сержант Морозов: в гвардейской семье наших снайперов больше года находится сын якутского народа, гвардии сержант Миронов. Спустя несколько месяцев после вот прибытия на фронт наш сегодняшний герой Алексей Афанасьевич, я напомню, он учебку заканчивает ефрейтором, а сейчас он уже сержант. Ну, то есть, действительно, его командование очень ценит. Так вот, что пишет Морозов? На днях он метким выстрелом убил 129-го немца. Однажды вечером Миронов заметил двигавшийся на дороге обоз фашистов. Отступающих немцев было много, Миронов был один. Но это не смутило снайпера. Он прилег и начал истреблять гитлеровцев из своей снайперской винтовки. Один за другим фашисты гибли от пуль Миронова. В лагере врага поднялась неописуемая паника. Этим воспользовался снайпер и уничтожил еще несколько гитлеровских офицеров. Товарищ Миронов, умелый и отважный воин, он подготовил много снайперов, научил их быть самоотверженными бойцами. Вот что пишет о нашем сегодняшнем герое сержант Морозов. Но, собственно говоря, Алексей на этом не останавливается и продолжает героически биться. И вот уже 26 июня, спустя месяц с небольшим, командование 247-го гвардейского стрелкового полка, где он служит, Западный фронт, напомню, полковник Василенко, это непосредственно его командир, представляет его к званию Героя Советского Союза. Вот что пишет в наградном листе его командир. Отличный стрелок-снайпер. Охотясь за немцами, вкладывает в свое дело много выдумки и инициативы. Неоднократно с риском для жизни вызывал немцев из укрытий и траншей, а затем расстреливал их. В наступательных операциях, находясь постоянно на самых ответственных участках боя, проявил самоотверженность, смелость и находчивость. В мартовских наступательных боях в районе деревни Ермоленко он засел в 100 метрах от дороги, по которой двигалась колонна немцев. Непрерывным огнем убил 15 фашистов и 2 лошадей, посеял среди врага панику, в результате чего немцы обратились в бегство. Всего на своем снайперском счету имеет 123 истребленных фашиста. Отличаясь трудолюбием, исполнительностью и в высшей степени добросовестным отношением к порученному делу, Миронов подготовил 13 отличных стрелков-снайперов из рядовых бойцов полка. За короткий срок его ученики уничтожили 65 фашистов. Но, к сожалению, Высший военный совет представленной награде его не утвердил, Героя Советского Союза ему тогда не дали, но дали тоже не менее почетную награду, орден Отечественной войны первой степени. 30 июля 1943 года, то есть еще месяц небольшим, наш Алексей Афанасьевич попадает в серьезную такую заваруху, в котел, по большому счету, и был там серьезно ранен. Он получает тяжелое ранение в ногу, и, собственно говоря, его товарищи фронта эвакуируют в тыл для того, чтобы он прошел лечение. Вернулся он на фронт только в январе 1945 года. Ну, то есть 1,5 года он практически, почти год с небольшим, на 1,5 года, да, он залечивал эту рану. Видимо, ранение было действительно очень серьезно. К сожалению, так случилось, что Алексей не дожил до победы. Он не дожил до победы чуть больше 1 месяца. Он погиб 30 марта 1945 года от тяжелого ранения, которое он получил в бою 28 марта 1945 года на территории Венгрии. На сегодняшний день, как, собственно говоря, задокументировано, да, окончательный итог нашего снайпера: 137 убитых фашистов. 137. Но, повторюсь, это было на 1 мая 1943 года. Этот счет был подведен на 1 мая 1943 года. Воевать ему еще приходилось несколько месяцев с учетом госпитализации, проведенного в тылу времени. Насколько увеличилось количество убитых им фашистов, трудно представить, но, скорее всего, тоже значительно. Мы не говорим о том, сколько фашистов перебили его ученики, его соратники, да, которые занимались снайперским делом, которых он обучал этому делу. Но так или иначе, к сожалению, наш сегодняшний герой, он погиб в бою за освобождение Венгрии, получил тяжелое ранение и скончался в госпитале, в полевом госпитале, и был похоронен на кладбище венгерского населенного пункта Немеш-Перештур. Я, честно признаюсь, пытался посмотреть, где находится это село в Google картах там и в Яндекс картах, но, к сожалению, не могу найти этого. Если вы знаете, где находится или как, может быть, он переименован, этот населенный пункт, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, мы с удовольствием все их прочитаем. Так вот, память о нашем сегодняшнем герое. Я в самом начале выпуска говорил о том, что он Герой Советского Союза. Так вот, это звание, высокое звание Героя Советского Союза, было присвоено ему 5 мая 1990 года.
года. Ну, то есть ближе к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Указ подписал президент СССР Горбачев. Кроме того, конечно же, он, наш сегодняшний герой, награжден орденом Ленина. Мы помним, что у него есть орден Отечественной войны первой степени, у него есть орден Красной Звезды за ранение, да. В память о нашем сегодняшнем герое хочется сказать, что его имя носит одна из улиц города Якутска. В 2005 году его имя было присвоено одной из улиц, новых улиц, вновь образованных улиц в Гагаринском округе, в Новопортовском районе. Кроме того, его имя присвоено Мостарской средней школе Вилюйского района. Ну и есть еще улица в городе Вилюйске, в самом городе Вилюйске, тоже названа в его честь. Ну и есть несколько памятников, они посвящены не только ему, ну вот есть великие сыны вилюйского народа, вот все они втроем там и стоят. Мемориальные плиты открыты в честь героев, в том числе и на площади Победы города Якутска в 90-м году. Вот такая вот сегодняшняя наша история. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Я очень надеюсь, что вы поделитесь этим выпуском, если он вам понравился, с вашими друзьями, близкими. Если вам не понравился и есть какая-то объективная критика, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Обязательно напишите нам еще в комментариях, о ком или о чем вы хотели бы узнать в следующих наших выпусках. Мы обязательно все комментарии почитаем. Большое спасибо за внимание. Увидимся. Пока.